телеканале «Алматы. Вечерний прайм», студия Ажар Хабиева. Здравствуйте. В декабре прошлого года в мегаполисе был запущен проект «Алматы Адалдык Аланы». О том, что было сделано в рамках этого проекта и каких результатов удалось добиться, нам расскажет руководитель проектного офиса Александр Братенков. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте напомним телезрителям, что же это за проект, что это за программа. Да, действительно, в декабре прошлого года в Алмате данный проект стартовал. Сразу скажу, что это антикоррупционный проект. И основная его цель заключается в том, чтобы минимизировать уровень коррупции в нашем городе. Ну, оговорюсь, что проект это не имеет такой территориально исключительно алматинской масштаба, а масштаб республиканский. Во всех областных центрах и в 3 городах этот проект имеет свое место. И каждая область, каждый город в этом направлении движется. Конечно, наша цель, наша задача, они во многом синхронизированы, но с учетом специфики региона реализация данного проекта имеет определенные особенности, в том числе вот в нашем городе. Например, честный турникет. Ну, например, да, честный турникет или проект «Одолжол» – это действительно уникальный проект, хотя бы потому, что метрополитен как таковой только в нашем городе существует, но сам по себе подход к оценке честности, порядочности пассажиров, и в данном случае на станции метро Алмалы, это является как раз попыткой замерить, насколько наши сограждане способны на данном уровне своего развития честно выполнять свой гражданский долг, в плане проезда в метро. И вот как раз вот это проект «Одолжол», или, так сказать, безбарьерный турникет, он как раз вот буквально за 1,5 месяца своего существования показал, что в нашем городе достаточно много наших соотечественников, наших сограждан, которые добросовестные, ответственные, честны, порядочные. Ну и в то же время должен признать, к сожалению, есть и были случаи, примеры, когда люди не платили и проезжали на метро бесплатно, так сказать, зайцами. То есть это тоже определенный индикатор нашей культуры, зрелости нашего личного сознания и зрелости гражданского общества в целом. Вот вы, когда открывали эту акцию в метрополитене, можно я процитирую? Да, конечно. В интервью вы сказали: сымитировать, что вы приложили карту и пройти, такое не исключено. Но это не тот желаемый эффект, который мы бы хотели получить. В часы пик сложно будет отследить, кто приложил карту, а кто нет. Пока задерживать или штрафовать за это не предполагается, но наблюдать будут. И действительно за турникетом ведь следит и контролер, да, и видеокамера. У меня вопрос: получилось ли у вас вот этот желаемый эффект? По большому счету, желаемый эффект достигнут, потому что за 1,5 месяца более 7 тысяч пассажиров через данный безбарьерный проход прошли, воспользовались и прошли легально, легитимно и выполнили свой долг в том плане, что оплатили проезд. Но, я говорю, и, к сожалению, нашлись отдельные люди, их около 15 человек, которые прошли пока без оплаты. Но в целом, надо сказать, что люди достаточно благоприятно отнеслись с пониманием к данной акции, тем более эта акция, хотя она для нас в чем-то уникальна, но это в мировой практике такие прецеденты имеются, и многие страны по этому пути давно идут. То есть мы в любом случае этот шаг должны были когда-то сделать, и вот шаг, то, что состоялся на станции метрополитена Алматы, он как раз показывает, что мы идем в правильном направлении. Подавляющее большинство жителей города честные, добросовестные, ответственные и, самое главное, с пониманием отнеслись к этому нововведению. А то, что такие риски присутствовали, то, что я об этом говорил 1,5 месяца назад, оно действительно подтвердилось, что есть отдельные люди, около 15-20 человек, которые... Там, конечно, такой жесткого контроля, фейс-контроля нету. Стоит действительно вахтер, который отслеживает, смотрит. Ну, в часы пик, действительно, когда возрастает пассажиропоток, да, там наверняка есть у некоторых наших сограждан соблазны, искушения. Они, наверное, им поддаются. И вот такие все-таки прецеденты негативные были. Ну, так вы действительно их не штрафовали, тех, кто недобросовестно? Нет, их не штрафовали. Их не штрафовали, их не останавливали, потому что в условиях реального такого часа пика трудно такого человека, тем более, вы понимаете, по особенностям данной работы, один вахтер, он практически не мог там догнать, я имею в виду так, чисто в физическом аспекте. Поэтому просто это были случаи зафиксированы, но какие-то административные или так карательные санкции в отношении них не предпринимались. И это, скорее всего, такой тестовый вариант оценки нашей, порядочности. Продолжится ли эта акция в метрополитене и будет ли увеличено количество таких турникетов? Да, у нас предварительная договоренность с руководством метрополитена была такова, что если этот старт проекта будет признан успешным, а его сейчас можно назвать успешным, то такие же опыты мы будем экстраполировать и на другие станции метро в нашем городе.
Ну, я вам скажу больше, вот такие территории честности, это не только в метрополитене, они есть еще и в учебных заведениях, в школах, в высших учебных заведениях. Есть такой проект «Адал Дукени», это честный магазин. Это принцип аналогичный, когда человек бесконтрольно, без продавца, без вахтера, без администратора может подойти и воспользоваться услугой, там приобрести тот товар, который ему в данный момент необходим. Смотрит на штрих-код или смотрит на цену и оплачивает за данный товар, значит, в кассу данного магазина, ну, так, мини-магазина. И такие магазины в нашем городе существуют, на территории Казну, в школах нашего города. Ну, конечно, есть определенный скепсис, есть определенное недопонимание, опасность, риски, безусловно, потому что степень нашей, ну, что ли, зрелости, ну, в таком гражданском отношении, если это пока еще оставляет желать лучшего, но такие шаги, они необходимы, все равно их когда-то надо начинать, и эти шаги показывают, насколько наша система образования, воспитания, вообще наша ментальность, насколько она трансформировалась с учетом современных моментов, и вот такой индикатор, он как раз показывает, что в каком направлении нам двигаться. И вот такие акции, которые вот эти вот честные трудники, честный магазин, это как раз то, что необходимо отследить тенденцию развития нашего гражданского общества, определить, насколько вот уровень осознанности. Уровень осознанности, да. Насколько вот наша ментальность отошла от, может быть, от там, нескольколетней давности и трансформируется уже к современным стандартам просто поведения человека в обществе, если по большому счету и громко говорить. Ну, мы заговорили об образовании, и я знаю, что в рамках программы есть еще проект «Родительская гостиная» в школе. Гостиная в школах. Родительская гостиная, да, это вот тоже если очень... у вас конкретный пример конкретной школы, где была достигнута эффективность? Вот у нас в городе Алматы 204 школы. Ну, имеется в виду государственные, общеобразовательные, в виде лицеев, гимназий. В этих, когда мы провели мониторинг, то оказалось, что 95 кабинетов директоров школ находятся на 3-м этаже, на 2-м этаже. Площадь помещений превышает определенный стандарт. И 30 метров, и есть 40 метров территория, значит, большие приемные. У некоторых даже кабинеты отдыха присутствовали. Ну и в то же время мы прекрасно понимаем, что насыщенность школ, она достаточно высокая. В том плане, что школа занимается в 2 смены, что иногда и перемены между, значит, уроками сокращают. Для есть того, даже чтобы... в 3 смены. Есть даже в 3 отдельные экземпляры, такие прецеденты. И мы предложили управлению образования, и, должен признать, они с пониманием отнеслись и сделали шаг достаточно такой энергичный в этом направлении. Они приняли решение, чтобы директоров школ, значит, занимающих больше кабинеты по площади, переселить в меньшие кабинеты и переселить на 1-й этаж. И вот по состоянию на сегодняшний момент из 95 кабинетов у нас 45 уже передислоцировались на 1-й этажи. В буквальном смысле слова, на 1-й этаж, рядом же и гардероб, рядом и вахтеры школы, и рядом же кабинет директора. То есть теперь уже у родителей, приходя в школу, есть элементарная возможность зайти в кабинет директора, он стал доступным, открытым, и решить многие вопросы, которые связаны с учебно-воспитательным процессом. И в то же время еще второй смысл данного проекта заключался в том, что вот эти высвободившиеся помещения предоставить для учебного процесса, воспитательного процесса. И вот родительская гостиная, это как раз проект был направлен на то, чтобы высвободить помещения были переданы для занятий по психоэмоциональной разгрузке, значит, с трудными детьми, с родителями, для создать более такого для конфиденциального или так, достаточно комфортной беседы, значит, там, администрации школы с родителями. Вы понимаете, когда родители приходят в школу, чаще всего он приходит по какому-то такой конфликтной или предконфликтной ситуации, несколько эмоционально возбужденный, нацеленный такой на конфликт, на обострение ситуации. И когда ему предлагают спокойно расслабиться, посидеть, возможно, даже предложить чашку чая, то эта тональность или потенциального, ну что ли, тональность разговора, жесткость разговора, она заметно снижается. И вот такие родительские гостиные, они как раз помогают администрации школы более так, ну, доверительно строить отношения с родителями. А продолжая эту тему, то отдельные высвободившиеся кабинеты были переданы для занятий по робототехнике, были переданы для занятий учебными дисциплинами. То есть вот это высвободившееся помещение стало использоваться для учебных целей. И в этом отношении вот этот проект «Родительская гостиная», он, во-первых, он позволил
директору быть, как говорят, поближе к народу, в буквальном смысле и в переносном этого слова, и в то же время высвободившееся помещение передать под учебно-воспитательный процесс. И мы считаем, что это позитивно. И управление образования, значит, в каникулярный период эту работу продолжило. И, по крайней мере, по окончанию учебного года все наши 95 кабинетов, которые потенциально должны были переселиться на первый этаж, будут переселены. И часть проблем, я не говорю, что все проблемы, возможно, есть определенные риски. Тут уже мы тоже знакомимся, мы отслеживаем с разных тенденций. То есть кабинет директора на первом этаже – это, и, с одной стороны, и плюс большой. А когда он рядом, например, с входной дверью, это тоже как-то может несколько на авторитет директора. Некоторые говорят, убьет. Некоторые говорят, что это создает определенные потенциальные риски. Там ворвется какой-нибудь такой слишком агрессивный товарищ, сразу к директору попадет, и там будет учебный процесс несколько как-то сломан. Ну, то есть есть риски, мы изучаем их. То есть это не такая жесткое требование, что вот именно посадить там на первом этаже, возле там входной двери. То есть гибко подойти, но в любом случае директор должен быть примером для учеников, занимать помещение в соответствии со стандартом, быть открытым, доступным. И чтобы вот этот прецедент, или пример, который будет заложен в общеобразовательной школе, наверное, и ученик, когда с этим прецедентом столкнется, он, наверное, через всю жизнь этот пример пронесет, и для него это будет тоже, если в будущем он станет руководителем или придет в школу, он уже будет знать, что директор рядом с ним, и все проблемы можно решить так безбарьерно, бесконфликтно. Но есть такие директора, которые не хотели, скажем так. Ну, возможно, да, я не исключаю. Но вот мы были буквально... 110-я школа в Житомирском районе, Войнобулаки. Мы туда выехали, посмотрели. Действительно, директор сидел на кабинет на втором этаже, в соответствии, возможно, с типовым стандартом. Он сейчас переселился в кабинет 12 квадратных метров. На втором этаже какой был? На втором этаже стал, кабинет психоэмоциональной разгрузки для детей. Площадь какая на втором Площадь этаже там была около 35 квадратных метров в кабинете директора, и еще плюс кабинет приемная комната. Но в данном случае, конечно, надо все смотреть, может быть, как-то более рационально. Вот в данном случае в 110-й школе, секретарша, если так сказать, можно сказать, делопроизводитель, находится в одном кабинете с директором. То есть это тоже такой же open space, в таком несколько интересном виде. Но такой прецедент имеется, и многие школы по этому пути пошли. Вопрос у меня касательно, все-таки опять вернемся к образованию. В школах очень часто можно встретиться с ситуацией, я думаю, многие родители с этим сталкиваются, когда родительские комитеты собирают деньги на подарки учителям в рамках 8 марта, День учителя. Меня мучит вопрос, не является ли это завуалированной коррупцией? Да, это вопрос такой достаточно традиционный, и его задаете не только вы. Да, я с вами согласен. Это можно квалифицировать как завуалированная коррупция. Поэтому мы предложили проект. Называется он «Гражданский бюджет». То есть имеется в виду то, что каждое общеобразовательное учреждение должно публиковать бюджет, направленный на содержание всех бюджетов, не только школ, в том числе и школ. То есть эта работа проводится, то есть они публикуют свои бюджеты, но эти бюджеты сформированы таким, казенным бухгалтерским языком, который понятен только экономистам, финансистам и так далее. То есть там статьи расходов, там всякие спецификации, которые простой человек, простая мама, папа, который с финансами не сталкивался, не поймет. Мы предложили, чтобы все бюджеты, которые публикуются в бюджетных организациях, были, во-первых, доступны для населения, а во-вторых, чтобы описаны простым, доступным языком. В принципе, все расходы, связанные с содержанием детей в школе, учебно-воспитательном процессе, школьные, внешкольные мероприятия, все это бюджетом финансирования предусмотрено. Поэтому то, что иногда наши родительские комитеты, вообще родительские комитеты как таковые, это уже нонсенс. То есть от родительских комитетов уже мы отходим. То есть родительские комитеты, это не должна быть структура, которая завуалирована, представляет интересы классного руководителя, администрации школы перед общественностью. То есть, как правило, это люди, которых, давайте войдем в эту ситуацию, никто из нас добровольно стать председателем комитета не хочет. Как правило, это уже рекомендуют, а как правило, рекомендуют того человека, который понятен, доступен, уже с ним какие-то свои отношения. И эти люди просто лоббируют отдельные интересы. Поэтому родительские комитеты сейчас в школах быть не должны. Есть попечительские советы? Да.
То есть орган, который взаимодействует между администрацией и общественностью, это в любом случае должен быть. И вот попечительские советы, они как раз формируют и учебную политику школы, и финансовую политику школы. И они помогают как-то, вот если какие-то, ну, в школах, вы знаете, при попечительских советах возможность создания внебюджетных фондов, которые вот именно есть меценаты, это тоже очень хорошая тенденция, традиция в нашем обществе формируется, что люди, имеющие возможность, помогают родной школе. Там для того, чтобы проводить какие-то, может быть, внешкольные мероприятия, дополнительные мероприятия, факультативы. И если вот это попечительские советы как этот процесс контролируют, то тогда вот эти угрозы с тем, что родительские комитеты становятся как бы передаточным звеном между администрацией или классным руководителем и родителями, он будет упразднен. И он упраздняется. В принципе, родительские комитеты быть, как, насколько нам сказали в Министерстве образования, уже не должны быть, это уже анахронизм. И теперь уже председатель родительского комитета не будет нам звонить, не говорить, там, давайте скинемся на праздник, на подарок, на экскурсию или еще куда-либо. Интересно, но вот, допустим, в нашей школе он существует, родительский комитет, я говорю, как мать школьника. В нашей школе тоже существует, как отец школьницы, у нас, но это анахронизм. То есть это уже это реликт, уже, который уже, так сказать, мы пережили. По крайней мере, в законодательном порядке родительские комитеты быть не должны. Насколько, если верить утверждениям Министерства образования. Получается, те родители, которые не хотят сдавать деньги, по требованию родительского комитета, имеют полное право отказаться. Абсолютно. То есть обязаловки в этом вопросе быть не должно и не будет. То есть сдавать, то есть все, что необходимо с содержанием ребенка в школе связано, все предусмотрено бюджетом. То есть каждый директор школы, он отстаивает этот бюджет, он доказывает, и, как правило, никакие статьи расходов в этом отношении не урезаются, там, и все финансирование в полном объеме осуществляется. Поэтому, если начинают предлагать там, сдать деньги на то, то это уже незаконное требование или просьбы. Угу. Расскажите, пожалуйста, про проект Open Space, который недавно был презентован в одной из городских больниц. Да, это в 4-й поликлинике Open Space, да. То есть смысл вообще проекта Адалдыкаланы, там, в данном случае Алматы, заключается в том, чтобы создать минимальные коррупционные риски при взаимодействии между услугодателем, как мы говорим, то есть государственным служащим или гражданским служащим, и услугополучателем, населением. То есть если есть возможность уединиться в кабинете, обсудить отдельные вопросы, связанные со здоровьем, там, с образованием, то, естественно, есть определенные риски, что этот разговор может перейти в плоскость каких-то денежных взаимоотношений, да, или благодарности, или ускорения процессов. Поэтому, чтобы вот эти риски минимизировать, было предложено многим госучреждениям, в том числе и учреждениям достаточно высокого уровня, такие как Акимат, и вот некоторые Акиматы в нашем городе такую возможность рассматривают, чтобы перейти на формат работы Open Space. И в данном случае Open Space вот на базе 4-й поликлиники как раз предусматривал, чтобы медперсонал и пациенты данного медучреждения могли в свободном открытом пространстве строить свои отношения по решению вопросов, ну, в данном случае связанным со здоровьем. Поэтому вот эта практика Open Space, когда мы отходим от кабинетов и переводим весь процесс оказания услуг в открытый, безбарьерный, доступный, транспарентный формат, эта вот практика, она сейчас будет набирать обороты. Даже и требования агентства по делам госслужбы противодействия коррупции в том, что вот эту работу надо ускорять. То есть мы должны у чиновников, недобросовестных чиновников, выбить вот эту почву того, чтобы они могли доверительно, конфиденциально с кем-то решать там, служебно-личные вопросы. И вот это Open Space, как раз акция в данном направлении, она в нашем городе тоже проводится. И медучреждения, кстати, вот сейчас с приходом нового руководителя, они вот сейчас и наблюдательные советы из общественности создают при медучреждениях, они переходят на новый формат работы. И вот именно Open Space это как раз вот тот формат, который, ну, по крайней мере, минимизирует, я не скажу, что искоренит на 100%, но потенциальные риски у недобросовестных чиновников вот эти как-то может убрать это. Угу. Ну и философский, наверное, больше вопрос. Как все-таки, есть ли вообще возможность отучить одних давать взятки, других получать? Вообще возможно ли это в нашей стране, в нашем городе? Ну, если отвечать категорично, то это невозможно. Угу. Потому что коррупция в том или ином виде, в той или иной форме, в том или ином, так сказать, уровне, она присутствует практически во всех странах. Но этот уровень коррупции, отношение к коррупции,
создание условий для локализации, купирования этих коррупционных проявлений, конечно, в каждой стране решается по-разному, и уровень решения этих проблем везде по-разному. Если наша страна до сих пор, там, так сказать, только 31% по индексу восприятия коррупции набрала и вышла из красной зоны за 28 лет нашей независимости, конечно, это можно считать прогрессом, как многие утверждают, но по большому счету это, конечно, прогресс такой относительный. То есть вот как раз наш проект в чем-то и направлен на то, чтобы сломать вот этот стереотип. Мы же как привыкли, что с коррупцией у нас это удел борьбы только специальных служб, государственных органов, а население, как-то, в лучшем случае осуждает эти проявления и практически никакого личного участия в том, чтобы это явление как-то минимизировать или предотвратить, не предпринимает. И вот как раз проект наш направлен на то, чтобы институты гражданского общества, тех людей, которые не просто осуждают, а готовы личным своим участием эти процессы локализовать, минимизировать, противостоять, доказать всем недобросовестным чиновникам, что есть здоровые силы, которые не просто вас осуждают, но могут и вам противодействовать. И вот мы как раз пытаемся это и сделать. Поэтому, отвечая на вопрос так уже философски, конечно, если на 100% ни одна страна эту проблему не решила, но на 99,9% эту проблему решить можно. Все это из-за того, какой чиновник, насколько он патриотичен, насколько он хочет честно и квалифицированно свой долг гражданский и профессионально выполнять, и каково гражданское общество. Насколько мы с вами не только осуждаем, но и готовы противостоять своими действиями. Не просто даже, вот мы сейчас телефон горячей линии запустили, а спросите любого алматинца, знает ли он 1424 телефон. Далеко не все скажут, а ведь, так по большому счету, недобросовестный чиновник – это человек достаточно грамотный, он образованный, он пользуется нашим правовым невежеством, таким нашим нигилизмом, он злоупотребляя своим положением, зная свою монополию на принятие того или иного решения и пользуясь нашим невежеством, он как раз и совершает это правонарушение. Поэтому здесь, конечно, это комплексно надо решать. Это нужно и условия сокращать, и нашу правовую грамотность повышать, и на новые форматы работы переходить, и вообще бизнес-процессы менять, ломать. И вот то, что вот наш проект «Офис», это тоже попытка агентства по делам госслужбы по-новому подойти к решению этой проблемы. Да, у нас есть департаменты, агентства по госслужбе, против коррупции, у нас есть Национальное бюро Алматинской антикоррупционной службы, то есть это их прямая обязанность, госорганы есть. Но если мы не подключим силы общества, если мы не поставим решительно, если по большому счету пафосно говорить, барьер, заслон, именно представитель, потому что мы общаемся с этим чиновником, мы вступаем в эти сделки иногда, мы выступаем тем же взяткодателем. Поэтому тогда, конечно, проблему не решить. И я надеюсь, что вот наш проект «Офис» в Алмате попытается эту проблему решить. Я понимаю, что задача у нас очень жесткая, скажу вам больше. Перед нами стоит задача, чтобы в течение 2 лет бытовую коррупцию вообще в Казахстане искоренить. То есть бытовая коррупция, там, где есть, так сказать, услугодатель, представитель государства, и есть мы, население. Задача, конечно, такая амбициозная, достаточно масштабная, стратегическая, но если мы ее хотим решить, то мы должны вот за это время действительно вот этих нас с вами, сограждан, алматинцев, казахстанцев, всех перейти из политики осуждения, критики к политике реального противостояния, личной сопричастности к тому, чтобы эту проблему решить. Тогда, я думаю, проблема будет решаться в философском смысле, отвечая на наш вопрос, гораздо успешнее. Я думаю, нам всем есть куда стремиться. Спасибо вам большое за интересную, познавательную беседу. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.